Они преодолевают больше 5000 километров, не зная границ, виз и таможенных пошлин. Белые журавли, стерхи, символ чистоты, священная птица с севера и один из самых редких видов на планете. Именно здесь, в бескрайней тундре Аллайховского района Якутии, в национальном парке Кыталык, бьется сердце восточно-сибирской популяции стерха. Здесь они выводят птенцов, а зимовать улетают в Китай, в провинцию Цзянси, на живописное озеро Пэйнху. Стерх фактически объединил две страны. Сегодня экологи России и Китая работают вместе, чтобы спасти исчезающий вид и сделать так, чтобы этот полет продолжался вечно. Недавно в заполярную Якутию прибыла большая делегация китайских ученых и специалистов. Их цель – впервые своими глазами увидеть места гнездования птицы, которую в Поднебесной зовут Байхэ. Об уникальной международной экспедиции в нацпарк Кыталык наш специальный репортаж. Большая экологическая дружба двух стран началась не вчера, но за последние пару лет сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Спасать стерха в одиночку невозможно. Птица гнездится в России, а зимует в Китае. История Кыталыка началась в 1996 году, когда он стал ресурсным резерватом регионального значения. В 2019-м территория получила статус национального парка. Новый этап развития начался 1 апреля 2024 года, когда парк перешел под крыло федерального госучреждения «Национальный парк Ленские столбы». Опытная команда взялась за дело масштабно. Уже в конце 2024 года Ленские столбы подписали меморандум с китайским заповедником «Дельта Желтой реки», а в 2025 году закрепили союз с заповедником озера Паянг. Именно там, на озере Пэйнху, проводят зиму 95% всей мировой популяции стерхов. Безусловно, это соглашение даст огромный толчок в изучении, в сохранении этого уникального вида. Не просто в масштабах республики и страны, это уже будет международная работа. Май 2026 года. На полях 10-го юбилейного российско-китайского экспо подписывают важнейшие соглашения. И среди сотен экономических проектов отдельным важнейшим пунктом идет экология. Якутия и провинция Цзянси договариваются о совместной защите стерха в рамках совместного плана мероприятий. Вы знаете, что мы 2 года тому назад глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с провинцией Цзянси. Уже несколько лет сотрудничаем в области экологической повестки. Наши специалисты, ученые работают над сохранением восточно-сибирской популяции белого журавля, стерха. Поэтому это только начало, и мы уверены, что вот сегодняшний план, который мы подписали, обязательно будет исполнен и придаст еще большой импульс в развитии наших взаимоотношений. В павильоне Якутии не протолкнуться за одним столом постпред Якутии по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов, представители нацпарка Ленские столбы и большая китайская делегация. Обсуждают все, от спутникового слежения за птицами до взаимных визитов. К нам приезжает большая делегация с 10 человек, и они будут работать неделю, почти неделю будут в Якутии и посетят национальный парк Кыталык. Они там увидят гнезда стерха. В этом году у нас проводится наземный мониторинг и авиационный мониторинг. И китайцы примут участие в наземном мониторинге.
И здесь же красивый символичный жест. Якутия передает Китаю уникальный артефакт – настоящую скорлупу яйца стерха. Она станет одним из главных экспонатов музея-заповедника озера Паянг. От слов к делу. Проходит всего месяц, и китайская делегация из 9 ведущих экологов прилетает в Якутию. 20 июня – Якутск, а уже на следующий день курс на крайний север, в Чукурдах, административный центр Аллайховского района. Мы очень взволнованы и с нетерпением ждем начала экспедиции. В Китае мы видим стерхов только на зимовке, но мы никогда не наблюдали, как белый журавль строит гнезда и выводит своих птенцов. Надеемся, эта работа станет плодотворной и для нас, и для якутских коллег. Север встречает гостей прохладой и бескрайними просторами. Базовой точкой экспедиции становится кордон центральный. Отсюда начнется самое интересное. Чтобы охватить больше территории, ученые делятся на две группы. Одна уезжает на участок Сагарычья, вторая – на кордон Джукарский. Я специализируюсь на экологии и на протяжении 5 лет изучал стерхов. Давно у меня зрела мечта увидеть места их размножения, и вот я здесь, в парке Кыталык. Дорога до дальних кордонов превосходит все ожидания. Тундра словно сама идет навстречу гостям. Пары стерхов встречаются тут и там. Июнь – время тишины. Самки сейчас неотлучно сидят на гнездах, высиживая потомство. Ну, прилетают у нас обычно 15 мая уже в Аллайховский уз. То есть брачный период у них проходит там достаточно так. Не это самое короткий срок. Но на отлет они где-то уже в середине сентября уже улетают. Но яйца они уже выкладывают сейчас, в данное время. Вот. А вот гнездятся они в болотистых местах, прямо в воде. Бывают яйца, откладывают они так, немного травки подкладывают. Некоторые прямо вот так, что видно даже все. А правда, что они на одном и том же месте ежегодно откладывают? Да, они в радиусе километра каждый год прилетают на свое место. Ну вот в радиусе километра они делают свои гнезда. Так просто к ним близко не подкрадешься и не это. Только наблюдая издалека, с наблюдательных вышек. Потому что, ну, остерегаются они так. Специально для безопасности птиц и удобства ученых в парке построили новые наблюдательные вышки. Китайские экологи тестируют их первыми. С высоты птичьего полета, оставаясь незаметными, они фиксируют каждое движение редких пернатых. Больше всего гнезд фиксируется на кордоне Джукарском, где-то около 40 или 50 пар. Каждую из них знает буквально в лицо волонтер Юрий Рожин. Он помогает ученым вести учет. Юрий местный, из Чукурдаха, орнитологией увлекается еще со школы. Имена нет, но номера есть. Да, и по номерам мы пишем, какие. Обычно мы изучаем стерхов, учитываем появление новых пар. Если старые пары на месте ли, гнездились ли. И вот сейчас мы отметили 6 пар, а дальше еще есть. И даже есть неотмеченные. Кыталык поражает разнообразием. Помимо стерхов, ученые встречают хозяев здешних небес, краснокнижного сокола Сапсана, грациозных тундровых лебедей и настоящую легенду Арктики – розовую чайку. В общей сложности за время поездки ученые насчитали около 100 стерхов.
Китайские экологи лично оценили условия, в которых гнездятся птицы, и уже строят планы на следующий приезд в нацпарк. Я хочу в следующем году приехать сюда в качестве волонтера, потому что я хотела бы изучать эту местность из терхов вместе с вашими учеными. Вот я очень желаю приехать сюда. Основная их задача, безусловно, это определить и увидеть своими собственными глазами места гнездования этих уникальных птиц. Второе, их немаловажный вопрос, который они постоянно задавали, это чем питаются все-таки стерхи и достаточно ли сегодня пищи и вообще для того, чтобы все-таки и взрослые, и птенцы здесь хорошо размножались. Мы увидели огромное количество пар, сфотографировали их, очень много зафиксировали гнезд стерхов. Безусловно, они все в очень таком бодром настроении, то, что увидели. Они запланировали, предварительно мы запланировали такой же приезд, может, но с меньшим количеством делегаций сюда, уже конкретно узких специалистов, которые будут изучать и почву, и растения, и они очень хотят взять пробу на генетический анализ стерхов здешних, да, поэтому планы у нас на самом деле амбициозные, но все будет зависеть непосредственно от руководства китайской стороны, да, отпустить ли оно их в следующий раз сюда. Еще одно ключевое направление сотрудничества – совместный мониторинг миграции. Еще на полях российско-китайского экспо стороны обсуждали установку на птиц спутниковых передатчиков системы Бэйдоу. Китайские коллеги – признанные лидеры в этой сфере, а их датчики считаются самыми точными. Мы хотим изучить пути миграции, где они именно останавливаются, как они летают в сторону зимовки и в сторону гнездования, какие страны они посещают. Сейчас ареал стерха увеличивается, они могут улетать дальше к северо-востоку, и мы это еще не изучили. Однако закрепить такой передатчик на дикой и крайне осторожной птице в условиях гнездования – задача непростая. На сегодняшний день методы отлова стерхов китайскими коллегами, они не утверждены на территории Российской Федерации. Мы будем об этом говорить и говорить на всех площадках и со всеми нашими коллегами из Минприроды России, из Росзаповедцентра, вне экологии. Будем это обсуждать. Это нужно обсуждать, к этому нужно подойти очень щепетильно, потому что, да, там условия совсем другие. Здесь тундра, здесь подобраться к стерху очень тяжело. Тем более здесь полярный день. В Китае в период зимовки там темные ночи, можно и ночью подойти, и с дрона сетколовым отловить и подбежать. Здесь, в принципе, займет определенное количество времени, чтобы подобраться уже к стерху, который находится в сетке. Но это, безусловно, мы со всем научным сообществом нашей страны, с китайскими коллегами будем обсуждать и надеемся, что мы придем к новым методам для того, чтобы все-таки безопасно, еще раз подчеркну, отловить и обездвижить этих птиц для того, чтобы взять и анализ на генетику, и поставить GPS-навигаторы, и окольцевать, чтобы понять их еще раз образ жизни, пути передвижения, миграционные пути и так далее.